Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Эпидобстановка в регионе вызывает серьезные опасения. Ежедневно в Якутии выявляют 100 и более новых случаев заражения коронавируса. Сегодня в нашей студии заместитель руководителя оперативного штаба республики, заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Могут ли в нашем регионе ужесточиться ограничительные мероприятия в связи с ростом заболеваемости COVID-19? Необходимо обратить внимание, что действительно каждый день мы фиксируем более 100 или около 100 случаев новых заражений именно по всей республике. Город Якутск, к сожалению, столица республики, также не показывает тенденций, связанных со снижением. И сегодня прошлый год отличается тем, что непосредственно есть вакцина. И в случае, если непосредственно мы будем достаточно активны в своей вакцинации, то и мероприятия, направленные органам государственной власти, органам местного самоуправления, не придется принимать решения, направленные на ужесточение мер. А сейчас очень многое отводится именно необходимости как вакцинирования, так и соблюдения мер социального дистанцирования и масочного режима, а также соблюдения всех мер ограничений, которые установлены в регионе. Во всех ли районах хватает вакцины и как организована вакцинация? Вакцинация организована на базе наших учреждений здравоохранения первичного звена. Вакцинация осуществляется как через поликлиники центральной районной больницы по месту жительства, так и, соответственно, при необходимости по вызову бригады могут выезжать, соответственно, для вакцинирования на предприятия и учреждения. И в связи с этим сегодня необходимо обратить внимание, что достаточное количество вакцин у нас есть, и первоочередное их обеспечение произошло в городе Якутске, Мегино-Кангаласском районе. Ряд районов у нас на настоящий момент буквально 1-2 дня также будут закрыты поступившей вакциной из Министерства здравоохранения Российской Федерации, и, соответственно, будет вновь достигнута полная его доступность. В зависимости от того, когда как вакцина у нас непосредственно поступала, она так и распределялась по районам. На настоящий момент буквально 1-2 дня, и мы закроем уже практически в том числе и северные районы. Это не периодичное, не постоянное поступление вакцины, оно связано прежде всего и с тем, что у нас и сложная транспортная схема, и, естественно, есть определенного рода приоритеты. Сейчас приоритетами являются те точки, в которых наиболее высокий уровень заболеваемости. А наиболее высоким и лидером по антилидерам, я не хочу употреблять этого слова «лидер», антилидером у нас является, к сожалению, Мегино-Кангаласский район, в котором не удерживается ситуация, и, соответственно, только вакцинация может спасти. Именно уровень роста хоть и снизился, но продолжается постоянно. И, соответственно, сегодня плохие показатели по увеличенному количеству заболевших показывает Вилюйская группа улусов, Вилюйские и Верхневилюйские улусы. Увеличилось количество заболевших в отдаленных населенных пунктах, что сейчас перед нашим летним сезоном совершенно недопустимо, и соответствующую работу необходимо проводить. Если прошлым летом нас больше беспокоили промышленные районы, то сегодня уровень вакцинации, который был в них проведен, соответственно, он позволяет сдерживать определенную ситуацию. Сельские же районы в настоящий момент нужно держать под особым контролем. В связи с пандемией предусматриваются ли какие-то социальные меры поддержки отдельных категорий граждан? На настоящий момент в республике нет категорий граждан, как, например, в прошлом году, которым необходима была мера социальной поддержки, которые по той или иной причине бы остались без работы. Поэтому все льготы, которые и пособия, которые есть непосредственно у нас относительно граждан республики, выдаются вовремя и в срок. Немножко сменим тему. Расскажите о ходе строительства детского оздоровительного центра «Полярная звезда». «Полярная звезда» – это объект, который строится на условиях государственного частного партнерства. Наверное, является первым вообще объектом такой инициативы во всей Российской Федерации. Поэтому он возьмет на себя, будет на территории Дальнего Востока вторым лагерем, в котором будут привлекаться не только наши дети, но и дети со всей Российской Федерации. И я думаю, что, в общем-то, он скоро, как и определились строители, скоро откроет свои двери для, прежде всего, наших якутян. Вообще, как будет организован летний отдых детей в предстоящие каникулы?
Предстоящие каникулы немножечко у нас будут, значит, своеобразны с какой точки зрения. Да? Есть ряд районов, которые сегодня выделил Роспотребнадзор, в котором у нас на настоящий момент пока не допускается вообще открытие лагерей. Относительно лагерей, которые будут открываться, именно лагерей, значит, постоянного пребывания, есть два обязательных условия. Первое условие – это все, кто будут в них работать, взрослые, должны быть провакцинированы. И второе условие – в лагере будут сокращены программы, связанные с выездом из лагеря, и невозможно будет посещение родителям детей. Поэтому при выкупе путевок, а также при получении путевок просим на эти моменты сразу обращать внимание, для того, чтобы затем в последующем не возникало никаких вопросов. Ну, кроме того, мы продолжим программу и выезда детей в летние лагеря за пределами Республики Саха-Якутия. Если в прошлом году «Зеленый коридор» был по личному поручению председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, был разрешен только для детей из арктических районов. В этом году выезд, да, будет, но непосредственно, опять же, жесткими требованиями того, чтобы обеспечить детей, значит, сопровождающими, которые являются для них безопасными. Многие дети отправятся этим летом к бабушкам, к дедушкам в районы. Какие рекомендации даны медицинским учреждениям? Ну, первое медицинское учреждение у нас поставлено в известность о том, что в течение 2 недель первых при поступлении детей в район они все, значит, находятся под медицинским наблюдением. Я хочу обратиться к жителям районов, в которых приезжают в том числе дети. Такая нагрузка для медицинских организаций является дополнительной. Ну, по сути дела, это не их работа. И является нагрузкой, которую мы сегодня, органы власти, на них возлагаем в связи с эпидситуацией, в связи с чем мы предлагаем семьям в первоочередном порядке провакцинироваться тем, в чьи семьи будут приезжать дети из города Якутска, в том числе на непосредственно, значит, отдых. При этом я хочу обратить внимание, что в группе риска, тем не менее, мы не сможем, условно говоря, провакцинировать всем. В группе риска останутся, значит, те бабушки и дедушки, у которых есть медицинский отвод. Поэтому желательно все-таки относительно этих, значит, категорий граждан оставить такие вот свои собственные семейные меры безопасности. Как будут поддерживаться безработные граждане и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за последствий ковид? У нас на настоящий момент непосредственно достаточно четко определена система через управление занятости и их структурные подразделения на местах, по которым те лица, которые оказались без работы, могут воспользоваться всеми теми пособиями, которые определены как им в качестве, значит, непосредственно безработных. Ну и, соответственно, нужно обратить внимание, что республика относится к той категории субъектов Российской Федерации, в которых увеличение роста безработицы в связи с ковидом не произошло. При этом был один положительный плюс. Очень многие лица, которые работали ранее на фрилансе, они у нас сейчас четко зафиксированы. И зафиксированы в качестве самозанятых. И в связи с этим, соответственно, значит, есть и понимание, кому эта помощь нужна. Ольга Валерьевна, спасибо, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, гостем в нашей студии был заместитель руководителя оперативного штаба республики, заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.